Меня зовут Анна Леуэро, я из Франции, француженка. Преподаю в университете Париж-Нантер в отделении, ну, скажем так, славистики. Но моя специализация – это современная Россия и постсоветские государства. И как социолог, исследователь я занимаюсь уже давно какими-то разными вопросами о современной России, особенно о проблеме насилия и последствий конфликтов на обществе. Ну, так и на российском обществе, и так и на чеченской тоже. Поэтому я как-то стала интересоваться чеченским конфликтом уже с времен Первой войны. Но хотя я тогда не очень была знакома с вопросом, но я жила в Москве тогда, и вот сразу как-то вот мне стало, конечно, интересно, затронула очень эта тема. И я пошла на демонстрациях, которые тогда были организованы правозащитными организациями, и тогда вот уже познакомилась с некоторыми там людьми, которые тогда вели работу, ну, как антивоенную, скажем так, да, кампания. И потом, когда я вернулась во Францию, ну, кое-что старалась делать с тоже знакомыми людьми, какие-то конференции, семинары организовать. Ну, хотя там уже было создано тогда другими французами во время Первой Чеченской войны какая-то маленькая организация, по-моему, «Солидарность Чечня». Я сейчас не помню, потому что я как раз в это время жила в России. Вот. Ну, а когда начала уже вторая кампания, да, осенью 99-го года, даже в конце августа, в начале сентября, тогда ну, я уже как-то вот была знакома с людьми, которые были заинтересованы Кавказом во Франции, исследователи, правозащитники, вот разные журналисты. И мы, ну, я сейчас не могу вспомнить именно какой день, да, но я просто помню, что мы получили там звонки, письма тревожные вот из разных там знакомых и из Москвы, из разных стран, из тех тоже даже бывших там советских диссидентов, да, уже пожилых людей, которые жили в Париже, были, ну, им было понятно, что вот что-то очень серьезно и опасно начинается. И мы тогда решили, поскольку вот у меня и у других моих там друзей, коллег были тоже отдельно от академической работы, был тоже опыт активистской работы, правозащитной деятельности, касающийся других конфликтов. Особенно, например, в постсоветских странах, вот это что касалось Нагорно-Карабах или Грузии, и тоже бывшая Югославия. Поэтому был как-то опыт поддержки тех сил в этих странах, которые были против войны. Вот это сильное какое-то антивоенное, да, настроение нам как-то вот помогло создать то, что мы называли потом Чеченский комитет или комитет Чечни на французском языке. И мы тогда, в общем-то, собирали как можно более больше, да, и подписи. И я, кстати, если вас это интересует, я недавно, ну, когда шла уже последние дни боев там в Алеппо, я нашла наши первые листовки. Октябрь, ноябрь 99-го года и декабрь тоже, когда вот ультиматум, да, вот 6 декабря 99-го года, мы тогда действительно вот собрали там как можно было больше информации и там подписали открытое письмо и парламентариям ОБСЕ, Совет Европы, естественно, тоже нашим депутатам, министрам, и как можно как-то больше, да, агитировать, в принципе, гражданское общество и общественное мнение Франции, потому что тогда почти никто не знал, да, вот, что происходит в Чечне. Но, с другой стороны, поскольку это было тоже связано с приходом Владимира Путина в правительство, это было понятно, что действительно это что-то происходит, что в России там уже не те правители, и что вот что-то будет там в дальнейшем. Поэтому мы как-то мы смогли тогда собрать довольно
ну, относительно, да, многих людей на нашей конференции, там публичные обращения, пресс-конференции. И мы стали, конечно, вот приглашать и тех, кто вот, из чеченцев, кто приезжал во Францию, там с просьбой о помощи. Но были там, среди тех были и правозащитники, например, те, кто работали в «Мемориал», например, там тоже с российскими, русскими мемориальцами. И были тоже из тех, кто ну, непосредственно были связаны с чеченским правительством, то что с Масхадовым. Да? Там мы там с теми и с другими вот поддерживали отношения, там попросили, конечно, прекращения огня, вот начали настоящих переговоров, да, и мы как-то вот стояли на этой позиции, да, уже, в общем, почти несколько лет. И, конечно, потом вот то, что начало после этих первых месяцев войны, даже первые недели, это приход беженцев из Чечни во Францию. И тогда деятельность нашей организации, нашего комитета вот тоже ориентировалась тоже в эту сторону помощи беженцев, которые только что приехали. Это была помощь, ну, немножко как это многосторонняя, конечно, это было. Ну, поскольку в нашем комитете, может быть, это был наш плюс в том, что были много из них, кто говорил по-русски, это тоже очень помогало, конечно. И тоже то, что мы были в академической среде, поэтому мы как-то знали о России, могли там даже преподавать о Кавказе, там нас уже знали, и поэтому нас как-то более-менее принимали всерьез. Даже в больших правозащитных организациях, даже иногда в правительствах, вот в МИДе, да, они как-то знали, что мы не просто, скажем так, активисты с улицы, да, вот с такими идеями, просто пришли с романтизмом или с чем-то еще. Но что у нас был все-таки какая-то экспертиза, да, вот какое-то знание о регионе, и что мы как-то вот можем с этим все-таки быть, скажем так, достойны доверия, более-менее. Ну вот, а мы стали тоже вот принимать беженцам, помочь им получить убежище, это значит помочь там с описанием рассказа для службы Франции. И, ну, тоже как юридическая, медицинская помощь с жильем, ну, вот все эти вопросы. Ну, конечно, вот со временем, ну, я бы сказала, уже в второй части 2000-х годов, тогда уже, конечно, вот работа с беженцами была самое важное, потому что вот приехали постоянные люди, и тогда вот мы как-то первые, кто создал этот комитет, мы уже не могли как активно в ней работать, но хотя и мы до сих пор хорошие контакты поддерживаем, конечно. Ну и вот они стали как-то более активно заниматься беженцами, и правозащитная и политическая деятельность была уже как-то сложнее, потому что уже как-то в самой Чечне уже было не очень понятно, да, с кем или как работать, кем помогать и вот каким образом. Но я, в принципе, вот с разными правозащитными организациями вот продолжали, и я, собственно, тоже продолжала работать. Последний такой довольно большой отчет был вообще о проблеме пыток в России. И одна часть была посвящена Чечне, вот непосредственно. Там доклад вышел в 2012 году, по-моему, вот на 3 языках, английский, французский и русский. И мы тогда вот работали, там до сих пор там работает с такими организациями, как, ну, «Мемориал», они уже как-то непосредственно в самой Чечне уже как-то с трудом работает, но все-таки есть еще люди, были еще вот зводная мобильная группа из комитета против пыток, да, организация Игоря Каляпина, с кем мы тоже как-то сотрудничаем, я лично довольно плотно, но, к сожалению, опять они сейчас не могут работать на месте после того, когда с ним случились уже 3 раза разгрома офиса и угрозы разного типа.
группа. Ну, вот в чем-то вот продолжается интерес. И я тоже вот интересный момент. Я сейчас вижу большой интерес у молодых студентов, исследователей о тематике Северного Кавказа. Там у меня вот приходят вот почти там, вот вчера, по-моему, еще вот студентка незнакомая мне написала, что вот он хочет встретиться со мной, потому что ей интересна эта тематика. В Бельгии тоже это наблюдается, и в других. Ну вот как-то вот все-таки, несмотря на то, что сейчас, может быть, меньше говорят о чеченском конфликте, да, но все равно есть интерес, и даже среди молодежи, те, кто хочет туда ездить, даже и вот встретиться с чеченской молодежью. Правда, тоже, что есть и среди чеченцев, живущих во Франции, есть и довольно много студентов. Вот у меня есть, собственно, и свои тоже студенты, и, может быть, это как раз они, поскольку у них другие друзья студенты, и вот возникает этот интерес к региону. И это довольно, конечно, вот интересно. Сейчас я работаю с другими коллегами над проектом, который называется «Каскад». Он уже, к сожалению, сейчас приходит к концу. Но это проект, который, как сказать, охватывает весь Кавказ, Северный, как и Южный Кавказ. И общая тема, но были многие команды из разных стран, из Азербайджана, с Армении, с Грузии, Германии, Англии, Франции, еще там из России тоже институт географии были коллеги. И вообще там общая тематика была проблемы безопасности и развития на Кавказе. А в рамках этого проекта моя тематика была, скорее всего, как можно найти вот в текущей ситуации предпосылки, или можно ли как-то найти предпосылки ситуации, постконфликтной ситуации, можно называть эту ситуацию постконфликтной, и насколько наоборот, как раз вот и ситуация и внутри Чечни, и внутри России тоже, да, наоборот способствует, как сказать, новым переориентировке, может быть, вот конфликта в новых направлениях, да, в принципе. Поэтому мне, конечно, стало интересоваться тоже такими тематиками, как ухода чеченцев так из диаспоры, так из Чечни в странах Ближнего Востока, да, когда вот начались это все в Ираке, в Сирии в том числе, потому что это тоже тема, которая, в принципе, очень актуальна во Франции. Не касается, кстати, это не касается чеченцев, живущих во Франции, по большому счету. Но это тоже вопрос, который, конечно, интересует всех как-то во Франции. Да? Но я тоже стала интересоваться вот участием чеченцев в Украине, тоже в конфликте, да, в Донбассе, вот после весны 2014 года. И это тоже, мне кажется, вот как явление, да, разные явления незаконченной войны. Вот я бы так это назвала. И незаконченного конфликта, хотя там с 2009 года он якобы как-то вот официальный конец, да, контртеррористической операции, но все-таки мы видим, что как-то все-таки как-то насилие порождается насилию, и что вот в этом регионе продолжаются и совсем как-то нестабильные моменты, так и на самом месте вот Чеченской Республики или в других соседних республиках, и в том числе тоже вот как это распространение, я бы сказала, вот этих явлений и в других конфликтах, где таким или иным образом, конечно, Россия тоже как-то вот замешана, да, или непосредственно, или посредственно.